Доброго времени суток, уважаемые наши зрители. С вами редакция Алдаван Неври. Я Диана Бикурзаева. И сегодня у нас в гостях очень интересный гость. Вы его наверняка узнаете, особенно те, которые любят ездить за рулем и смотреть, кто нарушает у нас ПДД в Кыргызстане. У нас сегодня в гостях Талабеков Мирлан, пресс-секретарь УПСМ. Добрый день. Здравствуйте. Как ваше я? Хорошо, спасибо. У нас зачастились случаи не только сейчас, но и в целом. ПДД. Нарушение ПДД. Изначально хочется спросить, как вы вообще пришли в эту сферу, с чего все началось и когда? Это началось примерно 2 года назад. Я был обычным преподавателем, выпускник юридической академии Кыргызской государственной. Я работал тогда в юракадемии. У меня были, конечно, желания прийти в органы внутренних дел, но что-то во мне это мешало. Я не решился. Я ровно год от юракадемии отработал. В последующем я перешел в ИСИТО работать. Я там отработал ровно примерно 8 месяцев. Меня пригласили, ректор Кубаев Борис Хамитович. Я был там директор воспитательного организационного вопроса. И просто сидя в кабинете, я увидел в Инстаграме то, что в управлении патрульной службы милиции набирают сотрудников именно с гражданских лиц. Я такой, окей, давай попробую. Я просто начал собирать документы, отвез это все в отдел кадров, прошел в ВВК. Домашние были действительно очень сильно против мои. Среди моих родственников нету ни генералов, ни полковников, ни таких вышестоящих каких-то лиц. Они сказали, типа, зачем тебе это все, там действительно тяжело работать днями, ночами. И я такой, ну, для начала я попробую. Подал документы, и каким-то чудесным способом я прошел туда. Вот вы в этой сфере 2 года, и до этого вы были просто обычным гражданином, но сейчас уже сотрудник УПСМ. И каково это быть под прицелом всех кыргызстанцев, которые вот вас знают, при этом водить машину и с осторожностью как-то вот водить? Это такой прям влиятельный такой момент, я скажу. Когда я вот даже выхожу из дома, я завожу машину, и я сразу пристегиваю ремень безопасности. И когда выезжаю, я обязательно соблюдаю скоростной режим. Действительно. Если даже спешишь. Да, честно скажу, раньше как бы в городе не было такого скоростного режима, то что на данный момент по улице Магистрали, я так скажу, а так правильно называется Алы Токомбаева, да, но наш народ привык уже говорить как Магистраль. Теперь с 15 июня, если не ошибаюсь, с 15 июня 2023 года теперь водители автотранспортных средств, они обязаны соблюдать скоростной режим, не превышая 60 км в час. И мне действительно бывает тяжело, когда я еду до дома, от точки А до точки Б до работы. Меня останавливают по дороге некоторые, там, либо спускают окна, типа, салам алейкум, вы же тут гаишник. Я такой, да. Бывает, когда ты просто заходишь там, в магазин, в Глобус, также задаются такие вопросы. Вы же тот сотрудник Т-Полис, там, УПСМ, мы вас видим, мы вас поддерживаем. У меня много таких моментов, которые я тоже закидываю. И я очень сильно благодарен народу, то, что они поддерживают такую позицию и поддерживают меня, и дают мне стимул работать и продолжать свою работу. Мне действительно тяжело доехать до работы. Я сам боюсь, да, то, что я, не дай бог, нарушу, да, и меня выкладут там, я не знаю, в интернет. И был такой момент, знаете, это было примерно год назад, когда я только начинал, вот этот оборот начинался. Помните вы или нет, не знаю, я начал работу со звездами. Я оформлял каждого там певцов, актеров, блогеров именно по пропаганде за ремень безопасности, чтобы они пристегивали. Там много таких видосов тоже было, тоже во всех новостях это закидывали. Самый первый у нас был Рася, знаете? Да. КВНщик, вот это тоже было в интернете. И я начал всех оформлять по закону, всем выписывать протокола. И в один день, получается, смотрю, меня опубликовали. То, что я без ремня. Но это видео было снято где-то год назад, разница между этими всеми видео была. И, по сути, я бы мог избежать, остаться безнаказанным, да, за то, что как бы по регламенту у нас есть каждое видео, фото-видеофиксация, она действует сроком на полгода, да.
У него есть свой срок, за который можно оформлять. Но срок прошел, и я такой, ну, чтобы мнение народа обо мне плохо не поменялось, чтобы не думали обо мне такое. И я взял, я оформился и также опубликовал у себя на официальной страничке то, что я тоже нарушил, ребят, простите, да, с кем не бывает. Простите. Да, так и было. Вот, работая в ПСМ, уже, наверное, стали как психологом, когда вот останавливаете водителей. И как Да. вы понимаете, что водитель вот нагло врет вам? Начинает человек, знаете как я и сказал, начинает долго думать, начинают руки дрожать, документов почему-то не может найти, а в принципе смотришь документы рядом, ну, человек начинает себя сам выдавать. Либо некоторые сразу останавливаешь, он такие, байки шпилю. Ты даже не успел ничего задать, вопросов, ничего, ты просто остановил, подходишь к нему, и они начинают, может, договоримся, и ты такой, а что случилось у вас, документы все в порядке? Он говорит, да, все в порядке. О чем вы хотите договориться? И он такой, а я выпил. Бывают такие моменты, когда человек теряется и сразу сам себя выдает. И для кого не секрет, что могут предложить и взятку. В Конечно. вашем опыте самая большая взятка, которую вам предлагали, сколько это было? Это обязательно говорить Да. в эфире. Обязательно. Сколько вам предлагали? Даже если не в суммах, возможно, в долларах. Да, эта сумма была в долларах. Но я не буду говорить, кто это был, но самая большая сумма это была, если я не ошибаюсь, началось от $2000. И подняли это, по-моему, до 5000. До $5000, чтобы отпустили без наказания. Чтобы я отпустил, и чтобы я это не выкладывал. Мгм. Вот так вот. А когда вот вы снимаете своих героев, так скажем, вы разрешение какое-то берете на снятие или же предупреждаете их об этом? Я подхожу, я даю честь, я представляюсь, я говорю, я являюсь инспектором пресс-службы. Я буду сейчас выписывать вам протокол за какое-то нарушение и плюс будут вести съемки. Я сам веду свои же съемки. У меня нету таких каких-либо операторов, я их не нанимаю. Я просто вытаскиваю свой телефон и начинаю это все снимать. И монтажи также все делаю сам, и музыку подбираю, и монтаж. Это все делается с моих рук. А поговорим про тонировки, наша любимая, так скажем, тема. Это болезнь наших молодежи, я так скажу. Золотая молодежь любит тонироваться у нас в городе. Верно? Вы часто останавливаете? Очень часто. Мы очень часто, бывает, я останавливаю тонированные машины, которых уже по 5, по 7 раз. Бывают случаи, то, что одного и того же водителя я в неделю останавливал 2 раза. Я его остановили, выписали протокол, растонировали машину, убрал тонировку водитель. Проходит 2 дня, смотришь, он обратно затонировался. И обратно та же система, те же дороги, те же звонки также продолжаются. Я вот видела у вас в Инстаграме 5-6 раз уже ловили черную машину, 16-16, по-моему. 18-18. 18-18. Вот история какая у этого владельца машины? Что с ним не так? Этот водитель, он несовершеннолетний, я так скажу. И его лишить прав не удается, потому что у него нету прав. Если бы это был бы водитель, у которого есть права, мы бы его уже после 2-го раза мы бы его лишили, и он бы отстранился от управления транспортного средства. Но так как он является несовершеннолетним, мы не можем лишить его прав. Ему также выписываются протокола на паспорт, на ИНН, машина выдворяется на стоянку, окей, человек оплачивает штраф, обратно выезжает, обратно затонируется. Я честно, я с этим человеком уже даже знаком стал, да, столько встреч, столько разговоров уже с ним, столько звонков даже поступило, и этот человек, наверное, угомонится только тогда, когда он получит права, и когда ему 2 раза выпишут, и потом он уже, наверное, поймет эту ситуацию, то это вряд ли. Ну, я так думаю. И не только он, есть таких много лиц. Опять же, тоже было зимой, может, вы видели, тоже во всех интернетах, в социальных сетях, это было в новостных порталах. Тоже Камри в 70-м кузове, там госномера S9000C. Помните, я еще закидывали, там это, крутили в новостных порталах. Его также, по-моему, раз 5-7, по-моему, остановили эту машину. Он такой же фанатик, неугомонный. Этому человеку мы не смогли объяснить уже то, что нельзя тонировать лобовое стекло. А этот человек купил разрешение
на боковые стекла, ну, также продолжает на лобовые стекла клеить. И столько раз, от 5 до 7 раз, по-моему, этого человека мы тоже уже поймали, да. Сейчас мы видели эти машины, несколько дней назад я, по-моему, видел, но без лобового покрытия уже с боками, да, ездят. Ну, скорее всего, уже поняли то, что не надо тонировать лобовое стекло. То, что вы и на одной волне с молодежью, но с другой стороны и штрафуете их по закону. Ну да, да. У нас злостные нарушители в городе, это же именно золотая молодежь, Да. которые любят себя показать, какие они, так сказать, да, крутые, которых нельзя тронуть, у которых, так сказать, неприкосновенные прям такие. Ну, закон есть закон. И тем более средства массовой информации, СМИ, это, так сказать, четвертая ветвь власти, Да. которая мне очень сильно помогает в этом плане. Я не учился на журналиста, у меня нету таких навыков, но они сами по себе почему-то у меня образовались, да, как-то. И я даже не имел понятия, то, что я таким стану сотрудником. Но изначально, когда я действительно шел, я шел по принципу, я сказал то, что я поработаю, я покажу себя, я не буду брать действительно взяток. И надеюсь, это как бы люди увидят. И да, буквально, как вы сказали, за короткий промежуток времени я показал, да, то, что можно работать таким сотрудником. И я был бы рад, если бы нас было бы таких больше, да. Я думаю, таким образом мы бы привели в порядок улицы города Бишкека за короткое время. По вашему мнению, за ваш весь проделанный опыт, как вы думаете, девушки больше нарушают или все-таки мужчины? Мужчины. Все равно мужчины. Мужчины могут нарушить, знаете, зная, понимая эту ситуацию специально. А девушки зачастую бывает то, что они, например, не знали то, что можно заехать в эту улицу, она односторонняя дорога. Девушки в основном нарушают, не понимая и не зная этой ситуации. Но бывают, которые специально нарушают тоже. Особенно это, знаете, когда по магистрали, по Алы Токомбаева, повторюсь, как правильно говорится, там есть клубы, ночные клубы, знаете, нет, Сьюзи Вонг, Хиллс, там бесконечно, по-моему, 5-6 клубов, которые... И девушки специально некоторые выезжают и нарушают, да, там. Начинают с окна выходить, гаишники, привет, и ты в этот, ребята, останови-ка же за меня, они чика останавливают и выписывают протокола. А самое интересное, знаете, что мне хотелось бы тоже к водителям обратиться? Бывает, они нарушили, выходят, ты представляешься, и такие, байкемен койрпыңыз, и такой меге, и он такой, а я братишка, там, фамилию что-то называет, такой, ну, хорошо, типа, дайте документы, пожалуйста. Он такой, что еще, типа, вы не верите? Я такой, ну, не верю, допустим. И он такой, смотрите, у меня есть фотография. И фотографию показывает, ну, блин, это же неэтично, во-первых, с кем-то показывать фотографию, там, стоя на дороге, и ты тем самым, ты сам нарушитель, ты сам нарушил, по сути. И ты подставляешь, например, какого-то человека, я бы так сказал. А возможно, этот человек действительно очень авторитетный, да? Возможно, этот человек борется сам за законность. А ты, к примеру, его братишка, племянник, знакомый, и ты с ним сфотался, и ты его показываешь. Это очень некрасиво, я считаю, неэтично по отношению к тому человеку, который делает какой-то вклад. Да. А фотоются ли с вами? Возможно, ваши фотографии используют в таких же целях? Да, со мной фотоются. Да, это бывает часто, бывает специально, как я сказал, останавливают байки. Здрасте, как ваши дела? Вот буквально после... Когда я был недавно, по-моему, в Глобус заходил по магистрали, по Алы Токомбаева зашел, я продукты покупал, вышел, шел к своей машине, и тут ребята такие, здрасте, это же вы, тот сотрудник, можно с вами сфотаться? И ты такой, ну окей, сфотался. Вчера вот буквально в 2 часа ночи по Алы Токомбаева, возле НТС, знаете, да, здание, которое мы там стояли, вели прямые эфиры, останавливали машины, и тут машина какая-то подъезжает, джип какой-то, и рядом остановился, выходят ребята, типа, поздоровались, здрасте. А я в прямом эфире как раз держал телефон, здрасте, такого, здрасте, ребят. И они такие, мы видели ваш прямой эфир, мы наблюдали, короче, мы приехали, да, с Тунгуча, можно сфотаться. А я по форме как раз стою, я такой, окей, ладно. Ну, как бы отказывать тоже, думаю, некрасиво, да. Почему нет, если человеку нравится то, что ты делаешь свои должностные какие-то обязанности, работу, и хотят сфотаться, и этим восхищаются, я бы так сказал.
восхищаются, наверное, люди не мной, а то, чем я занимаюсь, то, чем я показываю. И да, люди фотаются, и я не против, в принципе, почему нет. Ваше видео, вы стали инициатором этого видео. Хочется спросить про девушек с низкой социальной ответственностью. Стоит затронуть эту тему, потому что она вызвала очень большой такой резонанс в обществе, и многие вас обвинили в том, что вы сказали, что там нет светоотражающих элементов, вместо того, чтобы их как-то задержать и на правильный путь поставить. Это было тоже, в принципе, не так давно. Инициатором я увидел это в социальных сетях, то, что кто-то закидывал, то, что девушки с низкой социальной ответственностью там стоят. И я такой, ну окей, давайте мы тоже снимем, наверное, покажем то, что нельзя тут стоять. Меня попросил один мой близкий человек, также друзья мои попросили, знакомые, так сказать, подписчики тоже попросили, то, что, ну, ребята, может, посодействуйте, чтобы они больше там не стояли. И окей, я выехал, начал это все снимать, это закидывать в социальные сети. Это видео действительно набрало большой оборот, прям безумный оборот, да, во всех социальных сетях это было опубликовано. И меня за это также кто-то поддержал, а кто-то осудил. Меня осудили за то, что, как вам правильно это сказать, ну, почему вы говорите про светоотражающие элементы, да, например? Да. Знаете, когда также сотрудники Тазалыка, когда они ночью чистят наш город, они всегда в всяких жилетках. Опять же, наши сотрудники, когда стоят со светоотражающими элементами на светофорных объектах, ведь действительно ночью возможно не увидеть пешехода, либо человека, который просто идет по, я не знаю, бездорожью где-то, по аллее. И суть в том, что когда машины проезжают по улице Ибраимова, девушки прям выходят на дорогу, а возможно, я ехал в этот момент, к примеру, да, с маленькой такой скоростью, либо я на что-то отвлекся и вправо принимал бы и ехал бы, а эти девушки подумают то, что я еду именно к ним, либо на какие-то переговоры с ним, либо узнать что-то. И они вот так выходят на дорогу, и действительно водитель в этот момент может их сбить. Да, я их не призывал, то, чтобы, ребята, если вы хотите, девочки, работать, обязательно оденьте светоотражающие элементы. Нет, посыл был в том, что у них нету никаких там светоотражающих элементов, жилеток, там, я не знаю, браслетов, кепок. И действительно водители их не увидят и могут их сбить. Меня осудили, и за это осудили. А некоторые, наоборот, сказали то, что молодцы. Да, почему нет? Многие, я видел, писали то, что я там живу недалеко, я прохожу с детьми, и действительно им неудобно, да. Ну, мне бы тоже, наверное, было бы неудобно, наверное, если бы я шел там с племянниками, сыном, там, с братишкой, я не знаю. И тут девушки начали бы там что-то говорить. Они зачастую там стоят и бросаются нецензурной бранью. Курят там, матерятся нецензурной бранью, водители подходят там. И это все слышно, да, и это действительно очень неприятно, я считаю. Потому что это все-таки центр, ну, это, в принципе, знаете, где вечный огонь, я не знаю, туда даже туристы приезжают, бывает, я знаю, ночью, да, чтобы сфотаться, показать. И тут такая картина для меня была очень неприятна, да, и задела чисто, так сказать, наверное, мой патриотизм, наверное. Так будет правильно. А как вы боретесь с хейтерами? Потому что все равно наши любимые хейтеры, сколько бы ни боролись, они живут у нас в социальных сетях. Я с ними, в принципе, никак и не борюсь. Я вижу то, что они пишут, я вижу то, что им нравится, то, что не нравится, и я просто на это глаза закрываю. Да, я не спорю, то, что когда ты делаешь такую работу, прям стараешься для народа, и тут хейтят тебя за это, бывает обидно. Вот этот момент я тоже не забуду. Но тем не менее мы привыкли видеть врачов, сотрудников милиции, учителей всегда в форме, всегда в строгом таком виде. Да. Ваш последний поход на свадьбу тоже вызвал такой большой общественный оборот. резонанс. Да. Да. Как вы танцуете, как вы себя преподносите. Давайте вот раз и навсегда закроем эту тему и скажем, что мы тоже люди, мы тоже человеки, да, как мы привыкли говорить. Много хейтили за это видео, согласен. Но если я являюсь сотрудником органов внутренних дел, да, я должен нести строго законность, соблюдать все нормы профессиональной этики, я не спорю.
Но это все при моей службе, я по форме. Да, когда я снимаю форму, возможно, я чуть другой человек. Я могу поразвлечься, я могу сходить в кино, я могу потусить где-то, потанцевать, я не знаю, ну, мы тоже люди, да, сотрудники органов внутренних дел, мы тоже любим развеяться, потому что нам тоже бывает иногда тяжело. Вот сейчас я, в принципе, не спал 5 суток нормально, по сути. Я действительно 5 суток вот уже спал по 3, по 4 часа, да. И да, бывают сотрудники, у нас много таких моментов, мы тоже хотим отдохнуть. Нас так же, как и всех других, зовут на дни рождения, на мероприятия, на тушотои, на свадьбы, да. И мы также танцуем, я не знаю, также отдыхаем. Вот буквально, вот как вы и сказали за это видео, я был на одном мероприятии, мы там, так сказать, прямо отожгли, наверное, так станцевали, там даже друг мой футболку свою снял, в майке танцевал, блин, а я рядом с ним. Мы прям так зажгли на это мероприятие, и это все в социальных сетях осветилось, и начали осуждать именно меня отмечать. Других-то не отметили, по сути, ну, я не знаю, ну, как бы, может, их не знают, а именно меня почему-то начали отмечать, типа, как ты можешь так? Видать, скорее всего, мне писали сотрудники комментарии, да, наверное, конечно, скрытый был профиль, типа, ты должен соблюдать этику, норм, там, органов внутренних дел и так далее. Я им даже писал, ребята, я не по форме, я не в погонах, я могу танцевать, я могу отдыхать, правильно им? Я также хотел бы уважаемых, там, я не знаю, подписчиков, там, зрителей попросить, пожалуйста, поймите ту ситуацию, то, что мы такие же, как и вы. Мы также любим потусить, наверное, я не знаю. Мы также любим покушать где-то, сходить в какие-то заведения, в кофейни. И не надо нас за это осуждать, честно. Наш народ привык к такому советскому мнению, советским взглядам, я бы так сказал. Если сотрудник, все, он работа, дом, работа, все. И ну так, мы такие же люди. Вы не роботы. Мы не роботы, да. И мы не запрограммированы, то, что если ты сотрудник, должен так делать. Мы также любим, у каждого сотрудника есть своя личная жизнь. Подытожить я бы хотела вашими пожеланиями, возможно, советами для наших зрителей. И немного об уведомлении тоже поговорим, какие сейчас рейды происходят по городу. Сейчас по городу проводится рейдовое мероприятие по улице Аллы Тухумбаева, по тому, чтобы водители автотранспортных средств не превышали скоростной режим, чтобы соблюдали скоростной режим. Это раз. И второе мероприятие у нас сейчас идет как раз с 15 по 23, по-моему, по 22, если не ошибаюсь, рейд тонировка. Кстати, вот так как уже лето, все затонировались, всем жарко, тоже решили такой рейд провести. Как бы я хотел обратиться к водителям, а также к тем лицам, которые смотрят этот эфир. Уважаемые водители, пожалуйста, действительно соблюдайте правила дорожного движения, они написаны кровью, не превышайте скоростной режим, будьте этичны сотрудниками органов внутренних дел, мы всегда будем идти к вам на сторону, вам помогать. Мы не те люди, чтобы осуждать вас, либо ругать, мы не для этого работаем здесь. И наша первая цель – это вам не выписать протокола о нарушении, чтобы, ой, дай-ка он нарушил, мы выпишем ему протокол. Это делается для того, чтобы был порядок на наших улицах города Бишкека. И я хотел бы, чтобы каждый гражданин любил свой город, свою страну, сделал какой-то вклад, хоть малейший, как бы оно ни было. И таким образом, я думаю, мы поможем нашей стране какими-то, как минимум, посадить какое-то дерево, если каждый гражданин, ну, к примеру, да, это уже большой вклад. И просто соблюдайте правила дорожного движения, будьте бдительны, берегите себя, вас ждут дома родители, семьи, друзья. И как бы я бы хотел, чтобы каждый водитель всегда был на стороне правопорядка. Ну а вам спасибо большое за то, что уделили время с таким вашим плотным графиком. Конечно. В любом случае мы желаем, чтобы в городе у нас был всегда порядок и побольше вежливых водителей. Ой, вежливых, особенно вежливых, не говорите. Будьте вежливы.
Ну а мы с вами, уважаемые зрители, на этой ноте прощаемся и увидимся в следующих выпусках. Желаю всем хорошего, продуктивного дня. До свидания.